Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске сотрудниками полиции за совершение двойного грабежа задержаны студенты. В полицию обратился мужчина и рассказал, что он был избит в районе проспекта Ленина. Неизвестные похитили сотовый телефон и потребовали пин-код от мобильного банка. Эксклюзивное видео только для зрителей чрезвычайного происшествия. Были задержаны трое злоумышленников, двое 16-летних уроженцев Среднеколымского и 17-летний уроженец Мегино-Кангаласского района. Похищенный телефон подростки-грабители так и не смогли разблокировать, так как потерпевший намеренно сообщил им неверный пароль. Сразу после этого студенты напали на другого молодого человека и похитили у него мобильный телефон, который впоследствии просто продали. По всем фактам возбуждены уголовные дела по статьям грабеж и кража. Продолжить обучение у студентов не получится. В суд было направлено дело с резонансным ДТП в начале декабря прошлого года. Напомним, столкнулись КАМАЗ и УАЗ, полный пассажиров. В возникшем пожаре погибли 9 человек, в том числе дети. Следственный комитет рассказал версию следствия. Следствием установлено, что вечером 8 декабря 2017 года обвиняемый, управляя автомашиной КАМАЗ-5320, выехал из села Итыкёль Татинского района Республики Саха-Якутия по направлению в поселок Нижний Бестях. По пути следования в районе населенного пункта Чунгюлю Мегино-Кангаласского района у автомобиля возникли технические неисправности, перестали функционировать внешние световые приборы. Несмотря на это, водитель в нарушение требований правил дорожного движения продолжил движение транспортного средства, установив на поверхность приборной панели включенный налобный фонарь «Эра», что не обеспечивало возможности постоянного контроля за движением машины в условиях недостаточной видимости. Как установлено следствием, скорость автомашины при этом составляла около 65 км в час. Все это привело к тому, что в заблуждение был введен другой участник дорожного движения, водитель автомашины УАЗ, который следовал во встречном направлении и посчитал, что находится на безопасном расстоянии от идущего транспортного средства. Мужчина выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, что повлекло столкновение автомашин. При столкновении в салоне автомашины УАЗ возник пожар, причиной которого явилась разгерметизация топливной системы и дальнейшее попадание горючей жидкости на высоконагретой поверхности. В результате произошедшего 9 человек, находившихся в салоне УАЗа, в том числе двухлетний ребенок, от полученных травм погибли. Двое получили тяжкий вред здоровью. В ходе предварительного расследования проведен большой объем следственных и процессуальных мероприятий. Назначены и проведены более 20 судебных экспертиз, в том числе медицинские, пожарно-техническая, электротехническая, автотрассологическая, автотехническая, видеотехническая, медико-криминалистическая, ситуационная. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенном преступлении, следствием собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. За сутки на дорогах Якутска пострадали 3 человека. Произошел один наезд на пешеходов и ДТП с неосторожной буксировкой. Первый случай произошел на улице Орджоникидзе. 27-летний водитель на Toyota Chaser наехал на девушку и парня 18 и 19 лет, которые переходили пешеход. Они получили различные ушибы. Позднее Toyota Noah, буксируя автомашину Daihatsu Mira, нарушил правила буксировки и наехал на столб. По всем фактам ведутся административные расследования. В выходные дни госавтоинспекция будет работать в усиленном варианте. Пройдут сплошные проверки и рейды. Наряды будут выявлять пьяных водителей, а также тех, кто нарушает правила перевозки детей. Не останутся без внимания инспекторов и другие грубые нарушения ПДД. ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию по телефонам 127 47 35 69 и 35 22 22 о водителях, которые ведут себя по дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Помните, что каждое сообщение может спасти чью-то жизнь. В завершение республиканского блока новость про уникальную спасательную операцию. В столице освободили из ледового плена лошадь и жеребенка. Тревогу забили жители района птицефабрики, которые заметили, что под лед провалились 2 лошади. Животные изо всех сил пытались выкарабкаться на твердую поверхность, пока не выбились из сил. Температура воздуха в тот день была ниже 15 градусов по Цельсию. Спасатели быстро сориентировались на месте. Использовав шансовый инструмент, вырубили лед и выдолбили ступеньки на берегу. Все закончилось благополучно. При помощи веревок вытащили несчастных и измученных животных на берег. От усталости у них не было сил встать на ноги. Лошадей насильно подняли, заставили ходить и бегать. Позже они присоединились к своему табуну, находившемуся неподалеку.
В международной повестке в Зимбабве произошла крупная авария с участием 2 пассажирских автобусов. Погибли по меньшей мере 47 человек, около 70 пострадали. Рассказывает Артем Сторонов. Внимание, видео содержит шокирующие кадры. По меньшей мере 47 человек стали жертвами лобового столкновения 2 пассажирских автобусов в Зимбабве. Авария произошла вечером в среду примерно в 170 километрах от столицы страны Хараре. По данным местных изданий, среди погибших 2 детей. Около 70 человек получили ранения и были госпитализированы. У многих из них тяжелые травмы. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. По словам очевидцев, водитель одного из автобусов прямо перед инцидентом пытался обогнать грузовик. В Зимбабве регулярно происходит ДТП с участием автобусов. Главные причины – плохое состояние дорог и транспорта. Фрегат норвежских ВМС столкнулся с нефтеналивным танкером во фьорде неподалеку от Бергена. Боевой корабль возвращался на базу после участия в учениях НАТО, рассказывает Сергей Берец. Столкновение танкера и военного корабля произошло около 4 часов утра в четверг в окрестностях Бергена. Фрегат королевских ВМС Норвегии Хельге Ингстад, который только что участвовал в учениях НАТО в Арктике, опасно накренился и начал медленно тонуть. Эвакуированы 137 человек экипажа, 7 получили неопасные для жизни травмы. Представитель Объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии, полковник Эйнстейн Кварвинг, заявил о начале расследования инцидента. С нашей стороны важно не давать пищу для спекуляций, а они возникают всегда. И я понимаю, почему люди задают вопросы. Вооруженные силы выясняют, что именно произошло, и Следственная комиссия Норвегии поможет нам установить факты. Танкер ТС «Сола» под мальтийским флагом, следовавший в Британию с грузом сырой нефти, остался невредим. Как сообщает норвежское издание «Сусла», судно выходило из гавани с помощью буксиров. По какой причине оно протаранило фрегат, получивший 10-метровую пробоину в борту, предстоит выяснить. Норвежская нефтяная компания «Экинор» остановила расположенный в этом районе перевалочный терминал в качестве меры предосторожности. На этом пока все. Хороших выходных, без чрезвычайных происшествий. И берегите себя.